60-е годы. Сыктывкар в черно-белых красках. Молодые люди с романтичным настроем и с нотками авантюризма. А мне опять письмо пришло. Откуда? Оттуда? Отец узнает, накажет. А я не хочу его подводить. У него балкон на порядке стройки. Да и мало ли что подумают. А мама сказала, что можно ответить. Вы даже не знаете, что делать. Мгновение, и вот уже воинская часть, печь-буржуйка. Картина, а вместе с ними и мысли, и настроения меняются с невероятной скоростью. Жизнь бурлит, и это абсолютно другое, чем то, что видел Довлатов в Ленинграде. Парень из богемы оказался случайно на севере, на службе. Для него открылась новая жизнь. Довлатов, конечно же, широко известен в нашей стране и даже, можно сказать, в мире, в англоязычном мире. Значит, но мало кто знает из даже осведомленных, из продвинутых читателей, что все-таки Довлатов родился и, может быть, и состоялся как человек, как писатель именно здесь, в Республике Коми. Спектакль-эксперимент «Письма Довлатова» на сцене. Его рассказы, искрометный юмор, откровенное отношение к власти и прежде всего к женщинам. Спектакль-повествование, где зритель будет не только слушать, но и видеть действие. На фоне анимированной проекции. Это оригинальная задумка художников и режиссера. Если бы Довлатов не служил здесь, на зоне Вохре, может быть, не было бы того Довлатова, которого мы сейчас с вами знаем. Он был бы, но был бы совершенно другим. Другие мысли. Опять же, в письмах к Светлане он пишет: «Я здесь прозрел. Я здесь увидел правду, другую правду. Понял, что такое совесть, понял, что такое любовь». Все действие основано на реальных событиях. В этом и сложность режиссерской работы – удержать зрителя, но главное – передать состояние души автора. Скажите, а что больше всего вы цените в человеке? Когда-то, 20 лет назад, я написал одной девушке: есть в жизни 3 высоких понятия, перед которыми я благоговею. Это сила, разум и любовь. Я всю жизнь больше верил в любовь, чем в дружбу. Мне она казалась более стойкой. Мне кажется, что женщина может быть более чуткой, более самоотверженной, чем товарищ. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.